Вы смотрите программу «Актуальное интервью». С вами Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Форсайт-сессия «Трезвость. Норма жизни» в Якутске была ключевым событием запуска проекта по сохранению и восстановлению трезвости населения. Проект является продолжением предыдущего успешных инициатив Якутии, таких как «Трезвое село» и «Трезвый шаг». О работе сессии, в целом о значимости трезвого образа жизни мы сегодня и поговорим. Наш гость в студии Матвей Лыткин, председатель Якутского регионального общественного движения «Трезвая Якутия». Матвей Иванович, здравствуйте. Доброе утро. Интересно послушать, почему важно распространение идеи трезвого образа жизни среди широкой аудитории, по вашему мнению? Вообще понятие трезвость — это можно сравнить с патриотизмом. Значит, вот наша страна сегодня находится в тяжелых санкционных условиях, ведется специальная военная операция. И в это время, значит, и экономика, вот все как бы вместе связано. И что делает трезвость? Например, такой известный экономист Борис Искахов посчитал, что от продажи алкоголя 1 рубля, вырученного от продажи, страна теряет 10 рублей экономики своей, то есть убыток. Это ДТП, это пожары, это содержание больных, которые подрались на пьяном виде и так далее. Если так посчитать и умножить, это вот очень глобальная цифра выходит. Например, вот город Якутск у нас, по некоторым подсчетам, около 6,5 миллиардов рублей официально теряет на приобретение алкоголя. Если это умножить на 10, как говорил вот известный экономист Борис Искахов, то мы получаем серьезный урон. А потом мы видим, вот когда открываем интернет, видим, брат брата убивает, друг друга там на охоте, везде. Вот везде присутствуют следы пьяных праздников, пьяных застолий. Значит. Поэтому вот наши великие мыслители, ученые, которые изучали трезвость, вот такие как Углов Федор Григорьевич, ранее еще Иван Петрович Павлов, великий физиолог, всемирно известный, Владимир Михайлович Бехтерев, последние наши современники Майуров Александр Николаевич, нашей республике таким человеком был Карл Георгиевич Башарин. Они все твердили о том, что вот только трезвая Россия станет великой, да? И только трезвость дает полное право быть лидером. Вот. А расскажите об опыте в профилактике и восстановлении трезвости у нас в республике. Я сегодня хочу поблагодарить, пользуясь случаем, Евгения Николаевича Григорьева, мэра нашего города. Он, значит, несмотря на такие сложные условия, делается по трезвости определенные шаги, и одним из которых является вот форсайт-сессия. Мы пригласили известного на всю страну собриолога, можно так сказать, Петра Ивановича Губочкина. Он раньше и здесь у нас в республике побывал. Много учеников у него здесь, в нашей республике. И он является одним из самых таких высококлассных экспертов в этой области. Поэтому вот по форсайт-сессии мы посмотрели, какие шаги еще можно сделать в нашей республике. Это, конечно, самое лучшее из всего, что мы проводим, это профилактика. Например, в школах мы вот сейчас еще не внедрили классные часы, уроки трезвости. Вот такие шаги очень нужны. И нужно готовить, кто это будет читать. Поэтому вот в администрации города Якутска руководители собрали всех руководителей, первых лиц, как говорится, потому что от первого лица очень много зависит. И, как говорил Федор Григорьевич Углов, как только человек узнает правду об алкоголе, он перестает его употреблять. Вот это великие слова. Это механизм, это работает, это закон. Поэтому мы сейчас вот еще не завершен этот этап. Форсайт-сессия будет продолжаться. Мы сейчас по структурам должны вести работу. И до декабря эта работа будет завершена.
А вот интересно про эксперта-спикера приглашенного. Он проводит именно какие-то лекции или практики? У него больше практики, да, он по всей России проводит онлайн-лекции, проводит оздоровление с помощью метода Шичко. Он очень хорошо владеет этой методикой, поэтому у него был материал большой по отрезвлению вообще безнадежных людей, которые, ну и в то же время по политике проведения трезвости у него большой опыт, поэтому мы очень много почерпнули, можно сказать. Да. Ну а теперь подробнее о проекте для сохранения и восстановления трезвости населения, стартовавшего в Якутске недавно. Ну, я только что сказал, если говорить об опыте, да, нашей республики, в нашей республике не зря, да, наверное, 205 населенных пунктов, которые законодательно, по желанию населения, полностью запретили розничную продажу алкоголя. Это очень большой шаг, и если вы хотите яркий пример, то я бы привел не потому, что это мои земляки, но действительно там очень большая работа проведена. Это село Тумул Усалданского улуса. И глава, первый шаг его был, став главой, закрыть 2 магазина, которые ежедневно продавали пиво там и тому подобное. И после этого у него пошли население проснулось, можно сказать. Трезвый человек может многое делать. Они сплотились, сделали в своем селе очень много таких позитивных постройки, там кино снимали даже в своих селах. Все праздники у них безалкогольные, свадьбы, юбилеи, все. Очень много того, что действительно должно быть по-настоящему. И сейчас он уже стал, выборы прошли у Салданского улуса, он стал главой улуса. И мы надеемся, что политика трезвости будет продвигаться и в масштабе района. Да, очень показательный пример. А вот что может вдохновить человека начать вести трезвый образ жизни? Ну вот Петр Иванович тоже говорил, у нас некоторые руководители обижаются, что когда услышат лекцию про трезвость, они говорят, что я не алкоголик, я не это, я культурно, умеренно пью, да. А на самом деле каждый из нас патриотично должен настроиться и своей трезвостью воспитать подрастающее поколение. Если ты сам куришь и пьешь, то тебе трудно убедить молодого человека вести трезвый, здоровый образ жизни. А это для нас очень важно. Михаил Ефимович Николаев, наш первый президент, сделал стратегическим направлением здоровый образ жизни. Мы приняли в 2000 году доктрину здорового образа жизни. Это впервые в России. И тогда, после этого момента, мы очень серьезно стали обращать внимание на здоровье населения. Действительно, в республике Саха-Якутия очень суровый климат, очень суровые условия. И в этих условиях должен трудиться, работать только здоровый, трезвый человек. Ну, то есть вдохновением вы считаете пример? Да, личный пример – это самое главное, да, и распространить эту трезвость, здоровый образ жизни на подрастающее поколение. А есть ли эффективные техники борьбы с тягой к алкоголю? Ну, тяга – это к сожалению, с самого детства у нас идет общество алкоголизировано и идет программирование. Например, я раньше не замечал, что «ну, погоди, волк курит». А в реальности он не курит. Волк никогда не курил. Крокодил Гена возьмите. Почему у него эта трубка, да, Это все идет подсознательное программирование нашего населения. Видимо, коллективному Западу не спится, чтобы недра России захватить. И мы это все наблюдаем, как события развиваются. Поэтому сегодня нам надо именно отрезвиться, взбодриться, бодрствовать, чтобы враг не настал врасплох.
Поэтому трезвость – это самое лучшее, что мы можем сегодня сделать. Угу. Но техника в чем? Техника вот на поле всей страны и мира, да, это метод, самый сейчас популярный метод Шичко. Геннадий Андреевич Шичко, который вот с помощью дневников, словесных убеждений человек постепенно вот старую программу, которая направлена на культурное умеренное питье, он это стирает. И тогда человек смотрит на алкоголь как на ацетон, как на яд. И хоть 100 магазинов подряд стоит, он пройдет мимо. Нет зависимости у него. Поэтому вот эта методика на сегодняшний день является самым эффективным. Другого нет. А вот поделитесь способами отдыха и восстановления энергии без алкоголя. Ну, здесь, конечно, массовая физкультура. Самое главное, вот природа наделила нас двигательной активностью, и с помощью вот таких оздоровительных занятий, это может быть и бег, и ходьба, и лыжи, и велосипед. И это, ну, самое главное, придерживаться вот определенных режимов. Это, например, 130-120 пульс. В этой зоне интенсивности человек получает огромное удовольствие. И меняется внутреннее состояние, внутренний мир, можно сказать. И вот это мы ощущаем, когда делаем непрерывную работу в течение 30-40 минут. Поэтому попробуйте, вот это самое, можно и силовыми упражнениями получать удовольствие. Дофамин, то есть, да, от спорта? Да. Именно вот занятия спортом дают большое удовлетворение, ощущение радости, счастья. Вот люди, когда вот наркотики тоже это вроде дают, но они втягивают в зависимость. Вот. А вот есть ли надежда, на ваш взгляд, что у нынешней молодежи приоритеты больше тяготеют к здоровому образу жизни? Ну, цифры показывают, что молодежь сейчас уже меняется, да, они по-другому мыслят, но те, кто продают наркотические вещества, они тоже не спят. Вот, например, по алкоголю. Как заставить молодого человека пристраститься к алкоголю? Они не сразу пьют алкоголь, водку, например, а придумали энергетик. Спайсы, там всякие разные, жвачки всякие с наркотической начинкой. Вот поэтому нынешней молодежи надо быть именно бдительным, очень осторожным и придерживаться, самое главное, вот, трезвости. Ну что ж, Матвей Иванович, спасибо, что вы уделили время и рассказали нам о такой важной теме. Это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.